Abon elektrotsinçiдар Тарархайды фадыларышт камишын уд радоным бірдар хайта забитарты Вячеслав. Республика Шарлова Гразырта Уралыха хо металлургон компании ражамоныг Андрей Казицынима кайфем балдыма каян хашкутта. Амбырчарышта Сагат Кавказа федерал он жылды хашдбарджи миновар Александр Матовников. Полпред провел совещание для того, чтобы заслушать сторону республики, информацию со стороны республики и со стороны завода, и одного из владельцев завода «Электроцинк» Казицын присутствовал. И, значит, где я довел нашу с вами консолидированную информацию, консолидированное мнение о требовании закрытия, значит, всех опасных и вредных производств на этом заводе. И это сделали и руководители общественной палаты, представители надзорных органов, которые присутствовали, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, представители УГМК, в частности Казицын, сказал, что они не готовы сегодня разговаривать о чем-то, пока они не проведут свое расследование и не закончат работу их комиссии. Сказал, что понадобится еще месяц-полтора для того, чтобы подвести итоги работы их комиссии. Считаю, что надо собирать информацию для того, чтобы у нас было необходимое количество информации и документов для того, чтобы в суде отстаивать свою позицию. Там же руководитель профсоюзной организации завода зачитал обращение. 6 тысяч человек, они обращаются тоже с тем, что их волнует судьба их и их семей дальнейшей. Поэтому мне бы хотелось попросить, чтобы комиссия комплексно рассматривала вопрос, ведь это тоже наши граждане. Помимо этого на нас с вами ляжет, на наши плечи, и бюджетные отчисления, те, которые завод «Электроцинк» отчислял. Это порядка 350-400 миллионов. Да, не такая большая сумма, будем выбираться, но к этому тоже должны быть готовы. И все те, кто сегодня в республике чем-то владеет и имеет приличный бизнес, и другие предприниматели должны быть готовы не только выступать с трибуны, но и взять на себя часть того бремени. Не понимаю многих, которые совсем недавно еще в парламенте рядом со мной сидели, я не слышал от них ни одного выступления против завода «Электроцинк». Поэтому хотелось бы от них тоже ждать конкретных действий. Я уже сказал, каких действий. Налоговые отчисления, устройство людей на работы, притом с той заработной платой, которую они сегодня там получают, и так далее. Многие находились и в стенах Государственной Думы в те годы. Поэтому хотелось бы, чтобы их тоже позвали на комиссию, и они тоже приняли участие в работе комиссии. Надо отдать должное, вчера Роспотребнадзор и Росприроднадзор аргументированно изложили свое мнение, свои требования, которые все эти годы предъявляли к заводу и которые периодически не исполнялись. Поэтому давайте всех людей, которые переживают действительно от души и готовы и финансово поделиться, и на работу людей устраивать.